Финансовая неграмотность является одной из самых ощутимых проблем в Казахстане, и как следствие нередко мы слышим о том, что население страны в острой закредитованности. Как с этим бороться? Не на шутку заинтересовались организаторы национального проекта «Карысыз Когам» и руководитель этого проекта Акмарал Бекпурзаева. Сегодня, я думаю, нам расскажет в подробностях, почему эта проблема настолько масштабно и просто лихорадочно охватила всю нашу страну. Добрый день. Добрый день. Я рада всех приветствовать. И большое спасибо, Махаббат, за приглашение. Действительно, тема актуальна, и нам есть о чем сегодня поговорить. Акмарал, на самом деле, изучая данный вопрос и готовясь к нашей встрече, я была в глубоком шоке. От 5 до 10 кредитов встречаются в одной семье. Как вообще это возможно? На самом деле, закредитованность, помимо того, что она является актуальной проблемой, никто глубоко ее не изучал. Никто не вникал, действительно, сколько кредитов люди берут. Никто не изучал, почему, причины этих проблем. И здесь ключевым для нас даже каким-то неким открытием было, когда у нас люди были на проекте с 28 кредитами. И они четко даже не понимали, как так получилось, что у них накопился такой долг перед банками. Поэтому 10 кредитов – это уже не такой пугающий для нас показатель в рамках реализации нашего проекта. Да, люди привыкли брать кредиты, да, это стало каким-то мейнстримом своего рода. И эта тенденция, к сожалению, она совершенно негативно сказывается на материальном положении и где-то даже на семейных каких-то традициях, устоях и отношениях. Угу. А если гипотетически мы с вами попробуем сейчас пофантазировать и представить портрет среднестатистически, скажем так, закредитованного казахстанца, как он выглядит и кто это? Если говорить о нашем проекте, то в нашем проекте в текущем году обучено было 65 тысяч человек в 8 регионах страны. Это довольно-таки масштабный проект, и это впервые в Казахстане мы вообще обучили финансовой грамотности такое большое количество людей. У нас 75% участниц – это женщины. Я откровенно могу сказать, что у закредитованности женское лицо. Большую часть наших участников, большую часть кредитов среди наших участников как раз-таки стремятся закрывать женщины, потому что они больше боятся, в большей степени боятся остаться без дома, единственной крыши над головой. Они думают о будущем своих детей, и действительно вот это бремя кредитное, которое они имеют на сегодняшний день, их беспокоит. И поэтому они стараются получить те знания, которые мы даем, использовать инструменты, которые есть на сегодняшний день, поддержки, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Но также я хотела бы отметить, что в нашем проекте очень много многодетных семей, 58% участников – это многодетные семьи, которые воспитывают более 4 детей, причем семьи большие, где живут несколько поколений членов семьи. И порой, чаще всего так и было, у нас семья имеет один источник дохода. И помимо этого у них 5 кредитов, 10 кредитов, у кого-то 1-2. И на что они берут эти кредиты? Здесь тоже нужно понимать, что люди не берут от хорошей жизни, к сожалению, да, и они берут кредиты на необходимые нужды, та же самая одежда детей к 1 сентября в школьный период, когда они готовятся. В сельской местности у нас были истории, когда люди брали кредиты для того, чтобы купить уголь элементарно. Покупают скот, закрывают свои какие-то элементарные потребности, базовые потребности. Очень много кредитов берут на лечение. Это тоже для нас показатель, над которым мы должны задуматься, почему граждане нашей страны вынуждены обращаться в финансовые институты, брать займы под высокие проценты для того, чтобы получить квалифицированное лечение. Угу. Можно ли сказать, что у нашей закредитованности есть еще и свой какой-то ментальный штампик или какое-то национальное отличие? Наверняка, прежде чем подготовить свою программу, вы изучали какой-то другой опыт, и, скорее всего, нам есть чем, к сожалению, в этом вопросе тоже отличиться. Я понимаю, Махаббат, о чем вы говорите, да? Когда я начала говорить о причинах, по каким причинам люди берут кредиты, я не могу, конечно, утаить тот факт, что очень много кредитов берется на проведение свадеб, тоев, всевозможных Карканат Шагару, Синдет той, бесик той и прочие вещи. У нас это ментально, это действительно часть нашей культуры. Мы должны провести шикарный той, даже если нам это не по карману. Насколько это правильно или нет, я думаю, что здесь сейчас не нам с вами судить, но тем не менее это есть, и люди четко
понимая, что завтра, получив этот кредит, им погашать придется и отдавать больше, они все равно идут на этот шаг, чтобы провести то мероприятие, не упасть перед своими близкими, не ударить в грязь лицом для того, чтобы быть на уровне определенном. И вот когда мы на своем обучении просим их принести документы с финансовых институтов, смотрим их графики, говорим о их переплате. А вот как раз-таки вот это такой, знаете, переломный момент в нашем проекте, когда люди приходят и начинают говорить: вот у меня есть 5 кредитов, я не всегда помню, сколько я должен платить, они забывают, в какой день они должны погашать эти кредиты. И когда у тебя их 5-10, естественно, ты можешь запутаться. И здесь сложность возникает, и когда ты спрашиваешь, а сколько вы вот взяли, они говорят, ну, вроде бы там 200 тысяч тенге, а сколько вы должны вернуть, вы помните? Они говорят, нет, я не помню. И вот когда мы начинаем восстанавливать, а еще очень многая часть людей теряют эти документы, мы восстанавливаем, запрашиваем у финансовых институтов копии кредитных договоров и начинаем смотреть. И они понимают, когда мы наглядно показываем им, сколько они переплатят, то есть, если я взял 200, а условно верну там 300 тысяч или 350, а может где-то и 400 все, чаще всего так и бывает, то они четко начинают осознавать, а вообще стоило ли это того? Зачем вешать на себя такое бремя? Когда мы берем кредит, мы лишаем в настоящий момент себя какими-то благами, мы обделяем себя, потому что тот доход, который к нам приходит, он уходит на погашение кредитных займов. Кредит – это хороший инструмент для развития бизнеса, для развития своего внутреннего потенциала. Кредит предусматривает развитие вообще в целом. Мы не должны себя отягощать. А в нашей культуре, в нашей стране, в нашей ментальности, в обществе сложилось так, к сожалению, что кредит – это бремя. Если раньше, поколение 2 назад, все боялись вообще слова «кредит», и старшее поколение, если вы сейчас обратите внимание, они не берут практически кредиты, и в нашем проекте есть пенсионеры, их 10%, но они берут кредиты для того, чтобы закрыть задолженности своих детей, которые уже сформировались. Это тоже плохая тенденция. Они не привыкли брать кредиты, они к ним не обращались, они жили по средствам. В настоящее время, да, мы вынуждены, и инструмент стал доступный. Он стал понятным, доступным и легким. Я могу, сидя дома, онлайн оформить несколько займов. Я могу получить ту же самую рассрочку. Зачем отказывать себе, казалось бы, да, в новом телефоне, когда я могу это получить здесь и сейчас? Но всегда надо задумываться о последствиях. Вот к этому как раз-таки мы призываем в рамках своего проекта, и людям досконально объясняем. Если вы идете на этот шаг, то надо взвесить все за и против. Четко поймите, действительно ли вам это необходимо и что вам это даст. Потому что финансовая грамотность – это вообще про финансовую культуру, про качество жизни. И независимо от того, сколько бы денег человек не зарабатывал, финансовая грамотность – это основа основ. Есть такой стереотип, нам даже в рамках нашего проекта люди говорят – мы вынуждены брать. Да, мы это признаем, мы не отрицаем, потому что мы сами видим целевые назначения ваших кредитов. Но когда ты вынужден брать кредит на лечение, да, на там, еще какие-то нужды, да, та же одежда детей, да, это приемлемо, если у тебя нет других источников дохода. Но когда ты берешь кредит на сотовые телефоны, на какие-то новые гаджеты, очень много кредитов берут в долг кому-то. Очень много историй мошеннических схем, когда люди хотят быстро обогатиться. И здесь надо четко понимать, что не бывает легких денег здесь и сейчас. Не бывает 100% там, тысячекратной маржинальности за короткий период времени. И любой предприниматель вам подтвердит, чтобы получить сверхприбыль, надо хорошо потрудиться и постараться. А не так, что отдать, вот, к примеру, вам Махаббат деньги, и сидите ждать дивиденды и думать, что все, вы меня обогатите. Но это чистой воды обман, и люди, к сожалению, покупаются на такие ситуации, на такие схемы, их очень хорошо. Мошенники идут вперед, надо отдать им должное, они изощряются, и когда мы говорим о мошенничестве и предоставляем разные кейсы, рассказываем разные ситуации, как изучить, они не останавливаются в своем развитии, то есть они нас держат своего рода в тонусе, мы постоянно вынуждены изучать их схемы, рынок в целом, как они начинают заново промышлять, чтобы предупредить людей. Это тоже такое вот. Ну, это противодействие, скажем так, сторон, Конечно. и оно действительно всегда в развитии. Ну, от себя хочу как медиаэксперт отметить, что, конечно, мы тоже приложили к этому определенные усилия, и инструменты, скажем так, пропаганды, они сейчас абсолютно доступны, Да. им обучают все, кому не лень, и, скажем так, это тоже закручивает воронку в такую активность, где люди, к сожалению, без развитого критического мышления на это ведут.
ведутся. Один из таких чувствительных моментов, что кредиты стали доступны для молодых людей, которые, быть может, всего-навсего студенты. Это целая когорта людей на сегодняшний день, которые уже в долгах и, к сожалению, потом не может трудоустроиться. Что вот в этом направлении вы делаете? Я знаю, что вы их выявили как минимум, и некоторым из них даже успели помочь. Да, у нас на проект приходит очень много студентов, но вообще я бы хотела отметить, что в рамках нашего обучения мы не ставим никаких возрастных ограничений. У нас нет никаких требований к нашему участнику. Лишь бы было желание получить действительно необходимые знания для того, чтобы выйти из сложившейся трудной ситуации, либо предостеречь себя. И студенты к нам обращаются уже вынужденно, они не приходят к нам для того, чтобы получить информацию и уже в будущем не совершать ошибок, и нас это очень беспокоит. Вот меня, допустим, это настораживает. Они приходят к нам по факту, когда у них уже есть задолженность, у них есть определенные аресты, за ними бегают коллектора, и чаще всего родители даже не знают, что их дети получили кредиты. Меня очень сильно тронули истории, когда две девушки, студентки, они пришли к нам на проект, они плакали, и действительно для них это была страшная ситуация, им казалось, что жизнь закончилась. Они взяли кредит, одна взяла на покупку шубы маме, другая там купила папе телефон, и родители об этом знать не знают. А когда мы спрашиваем, а как вы сказали, вот на какие деньги ты купила маме шубу, она сказала, что я сказала, что я трудоустроилась, и у меня все классно. Это вот сельские дети, которые уезжают в крупные города и хотят быстрее доказать своим родителям, что они в жизни состоялись. И вот нам хочется сказать: дети, пожалуйста, не торопитесь, у вас все впереди. Вы успеете доказать своим родителям, что вы будете успешными, у вас все будет прекрасно. И вот эта категория молодежи действительно для нас она критична. Когда у нас состоялось совещание с Министерством науки, и сам министр признался в том, что 80% студентов закредитованы на сегодняшний день. Когда они выпускаются, у них проблемы с трудоустройством, как вы отметили, они находятся в угнетенном состоянии, потому что за ними бегают банки и коллектора, и МФО, и прочие организации, и требуют выплатить займ. У них нет стабильных источников дохода. Поэтому в этом отношении вот как раз-таки то, что мы реализуем проект с партией Аманата при поддержке Халык-банка, очень хорошо работает в плане внесения предложений, и это можно выносить на законодательный уровень. В Мажилисе сейчас будет рассматриваться закон о минимизации как раз-таки закредитованности населения, и как одно из предложений вот в рамках нашего проекта и опыта, у нас было очень много предложений, одно из предложений прозвучало как раз-таки минимизировать вот эту закредитованность студентов за счет того, что ограничить выдачу займов. Есть несколько вариантов. Без согласия родителей, первое. Второе, без подтверждения источников доходов, то есть фиксированных, стабильных источников дохода. Мы не хотим запрещать молодежи вообще кредитоваться, но мы хотим предостеречь молодежь, которая еще не созрела, не готова, не имеет материальной основы, скрывая от родителей, входить вообще в эту долговую нагрузку. Но, пользуясь случаем, действительно хочется обратиться к родителям. Меня тоже этот вопрос всегда волнует, когда на каких-то событиях некоторые с гордостью говорят, что что-то им подарили их дети, а они буквально совсем недавно, может быть, вообще закончили только университет. И мне всегда хочется поинтересоваться, ты где на это нашел средства? Каким образом ты заработал? Конечно. Это первый вопрос, которым должны задаваться родители. Конечно. Вы не должны упускать это из виду, и вы должны четко понимать и быть уверены, что ваш ребенок, работая, подарил вам этот подарок, но никоим образом не в кредит. Абсолютно. Следующий вопрос, который действительно интересует, я думаю, нас как журналистов, почему именно ведущая партия страны решила заняться этим вопросом, и с какой, кстати, как говорится, поддерживает данный проект банковский сектор, ведь это же потенциальные клиенты, и насколько для них это важно, чтобы клиенты были финансово грамотны. Знаете, Махаббат, это, наверное, самый популярный вопрос, который задают чаще всего мне. Но здесь ничего такого удивительного нет, это довольно-таки логично и обоснованно. Партия Аманат, она является многочисленной, она является одной из таких флагманов среди политических партий, и она озадачена социальной вообще проблематикой. И когда мы говорим с вами о закредитованности, эта же проблема не сложилась в один день.
Мы же не проснулись сегодня и не осознали, что, оказывается, население там за какой-то короткий период все закредитовалось. Здесь же комплекс таких определенных факторов сложился, при которых ситуация образовалась. Это низкие доходы, первое. И второе, это вот доступность кредитных продуктов банков. Банки, надо отдать им должное, очень профессионально развиваются в своей сфере, и это действительно достойно уважения, но надо учитывать тот факт, что наше население к этому было не готово. И вот сейчас мы с вами видим эти результаты. Партия «Монат» в своей предвыборной программе как раз-таки говорит о повышении качества уровня жизни населения. А когда ты закредитован, и у тебя весь доход уходит на погашение займов, и хуже того, у тебя забирают твой единственный дом, о каком качестве жизни можно говорить, и вообще о каком ментальном здоровье можно говорить в такой ситуации. Но и Халык-банк, он самый крупный, системообразующий, и здесь очень отрадно для нас, и для нас это было очень приятно, что Халык-банк, когда мы пришли к ним с этой идеей, они сразу поддержали, у них не было вопросов, они сразу откликнулись на это, потому что они понимают социальную значимость. Нам необходимо обучать население, и вот здесь я уже начинала говорить об этом. Есть такое мнение стереотипное, когда люди говорят: мы зарабатываем мало, мы вынуждены брать кредиты. Но у нас в проекте есть люди, которые зарабатывают достаточно, чтобы жить без кредита. Они тоже закредитованы. У нас очень много учителей, которые зарабатывают на уровне сельских жителей достаточно для того, чтобы обойтись при правильном рациональном использовании денежных средств, обойтись без займов и жить, в принципе, достойно. Но они закредитованы. Но там, знаете, разница в суммах займов. Если, допустим, у безработного и многодетной мамы сумма займа кредита там 1-1,5 миллиона, то у педагогов, как правило, это 5,7, иногда и выше. Доходы позволяют, им банки дают большую сумму, и они грязнут в этих долгах. А самое печальное, что как раз-таки почему вот партия и Халык-банк хорошо, что этим занимаются, потому что это очень сильно отражается вообще на взаимоотношениях семьи. Закредитованность, она негативно сказывается на семейных взаимоотношениях. И мы сами стали свидетелями, когда приходят к нам участники и рассказывают о том, что там вследствие своей закредитованности, сложившейся задолженности, от них отвернулись родные, родители, муж ушел из семьи, забрал детей, женщина осталась абсолютно одинокая, отвернулись подруги, потому что у нее постоянные долги кредита, она ими озадачена. И вы представляете, да, человек, проживающий как раз-таки период долговой нагрузки, он находится в постоянном стрессе. И вот мы стали свидетелями, да, откровенно вам признаюсь, до того момента, пока мы не погрузились конкретно в этот проект, я даже себе представить не могла, насколько эмоционально сложно людям, находящимся вот в этой долговой яме. Потому что лично я не имею огромного количества кредитов и долгов. Как-то так воспитали нас, что кредит брать нельзя, долг — это плохо. У меня религиозная бабушка, и как раз-таки, если вы знаете, то по исламу, да, быть должником — это не совсем хорошо, и даже в древние времена никогда не брали на войну людей, которые имеют долги. И это вот являлось ключевым аспектом, и всегда нас учили: живите по средствам, вот сколько тебе покупай то, что ты можешь себе позволить, расходуй то, что у тебя есть, но никогда не забегай вперед. Не бери что-то в долг, не проси, это даже где-то стыдно. Собственно говоря, даже сейчас, провожая в последний путь, всегда муфти и имам уточняют, были ли какие-то долги у этого человека, и неважно, насколько вы ортодоксально религиозные или не ортодоксально, в целом это в нашей казахской культуре точно есть. Это точно есть, и здесь действительно каждый человек понимает, что я не могу уйти в тот мир, пока я не расплачусь со своими долгами, иначе это перейдет моим детям, моим близким. Если там нет детей, то это за меня будет отвечать. Либо мне этот долг простят. А есть такие случаи, когда ты приходишь уже проводить человека, и когда он спрашивает: имам, а есть такие случаи? Я была свидетелем, когда человек сказал: а он мне должен. И вы представляете, да, и церемония не продолжилась до тех пор, пока родственник не взял на себя его долг. Это тоже тяжелый такой моральный аспект. Почему я говорю о семейных отношениях? И это все накладывает отпечаток. И действительно, мы видим ситуации, когда люди говорят о том, что мне самому из этой ситуации уже даже морально не выбраться. И наши финансовые эксперты, они в большей части где-то психологи.
И здесь и важно еще отметить, что когда люди приходят к нам на обучение у нас длится 5 дней, первые 2-3 дня они присматриваются к эксперту. Да, они слушают материал, да, им это интересно, они много чего не знали. Но открыться сразу, прийти на всю аудиторию, во всеуслышание, сказать, у меня там 5 кредитов, от меня ушел муж, и я вообще не знаю, как мне дальше жить, никто не осмелится. Все это делается на индивидуальных консультациях, которые проводятся после занятий. И там мы уже начинаем понимать, что какого уровня глобальная проблема у человека и чем мы можем помочь. Реализуя проект в прошлом году в качестве пилота, мы поняли, что учить финансовой грамотности, просто учить финансовой грамотности – это мало. Вот представьте себе, да, по официальной статистике 1,5 миллиона человек имеют просрочки 90+, да? Это люди, которые не могут выплачивать по своим долгам. По официальной статистике на банкротство, к сожалению, не все, вот я уже точно не помню, но большая часть поданных заявок, она, к сожалению, они не получают банкротство. И я вам скажу более того, банкротство – это не выход, потому что вы выпадаете на определенный период из экономического оборота. Вы не сможете получить тот же самый кредит на развитие бизнеса, воспользоваться государственной программой аула Манатте для того, чтобы развивать свое предпринимательское дело по 2,5%. Это классный ресурс? Да, это классный инструмент. Это нужно в сельской местности? Да, это нужно. Да, и в городе это нужно. Это нужно людям. Это дешевые деньги, но если ты должник, ты просто не можешь воспользоваться этой программой. От них отворачивается общество, от них отворачиваются родственники, они не могут воспользоваться всеми инструментами государственной поддержки, и на них идет моральное давление со стороны коллекторов, которые просят там, быстрее, в грубой форме. У нас есть такие факты, когда давай, ты мне должен, вот сейчас приду, чуть ли там тебя из дома силками не вытащу, и вот буду тебя там утузить, пока ты мне не отдашь долг. Этого полно. И это все такое вот, знаете, трудно говорить, что, ну вот нам с вами, наверное, людям, которые не попадали в такую ситуацию, просто тяжело даже представить. Когда ты погружаешься в это все, мы должны понимать, что нам нужна программа, государственная программа, которая будет заниматься поддержкой именно этой категории граждан. Она ежегодно растет. Если вот по официальной статистике там 1,5 миллиона на начало года, сейчас говорят, что это 1 700 000 человек, а дальше будет это расти и расти, потому что доходы населения не увеличиваются, цены растут. И, соответственно, мы окажемся в каком-то таком экономическом невыгодном варианте для развития общества в целом, для того, чтобы как-то развивать именно наших граждан. Я вам вначале говорила, что наш среднестатистический слушатель – это большей части где-то социально уязвимый. У них нет доходов постоянных, они многодетные, есть очень много семей с инвалидностью, они вынуждены брать эти кредиты опять-таки для лечения, для реабилитации. И здесь вот как раз-таки они и являются таким вот слабым звеном в этом плане. И им нужно помогать. Этой категории граждан, мы убеждены, что этой категории граждан нужно как раз-таки заниматься, и нужно открывать и реализовывать программу по реабилитации. А не так, что вот мы про вас забыли, да, вы закредитованы, если вам повезет, вы получите банкротство, если не повезет, что дальше? Где им получить источники дохода? Как им их увеличивать? А у нас в проекте большая часть участников, более 70%, это жители сельской местности были. Это жители сел. Я не говорю, что в закредитованных городах мало, но так сложилось, что они пришли к нам в самой большой такой совокупной массе, но у них-то альтернатива трудоустроиться очень сложна. Конечно. Они ограничены. Вот я вас слушаю, Акмарал, на самом деле мне становится очень страшно. Страшно от того, что социальное напряжение, оно на самом деле растет, и это, к сожалению, глобальный тренд. Это не только в Казахстане происходит, развитые страны сейчас тоже постпандемийный период, это очень остро чувствуют, и их эффект, и те события, которые происходят где-то там далеко, мы ощущаем и здесь. Но вот изучив данный контекст как экономист, вот вы можете спрогнозировать, сколько потребуется нам времени и усилий выровнять эту ситуацию?
Но здесь надо подходить комплексно, даже вопрос не времени, а что мы можем сделать для того, чтобы выровнять эту ситуацию, для того, чтобы людям протянуть руку помощи и оказать реальную поддержку. И когда я начала говорить о государственной программе, для того, чтобы дать возможность людям выйти из сложившейся ситуации, и здесь ключевое, опять-таки хочу обратить ваше внимание, давайте не будем забывать о людях, оказавшихся в такой ситуации. Это 1,5 миллиона наших соотечественников. Здесь ключевой вопрос — это повышение доходов. Нужно давать возможности населению повышать свои доходы, либо вообще начинать зарабатывать, если он безработный и он не может трудоустроиться. И здесь вопрос такой, здесь даже вопрос не стоит в том, что он не хочет. Они хотят, но у них нет возможности. Это вот как раз те факты, с которыми мы работаем. И в рамках нашего обучения мы очень много говорим об инвестициях, сбережении и вообще пытаемся сформировать культуру сбережения. Если на сегодняшний день устойчиво сформировалась культура потребления, вот как раз-таки закредитованное следствие, да, то культуры сбережения, к сожалению, нет. И люди очень хорошо откликаются на депозиты. Когда им начинаешь показывать и рассказывать, что ты можешь накопить на ту же самую квартиру, а у нас есть такой кейс, и он был очень такой громкий кейс, когда женщина с невысокой зарплатой накопила на квартиру своему ребенку в Алмате 15 миллионов на депозите за 8 лет. И они начинают как раз-таки изучать этот вопрос дополнительно, у них проявляется азарт, и они приходят к нам с вопросом, а где я могу заработать? Что я могу сделать? То есть запрос стоит, ну давайте отвечать на него, давайте помогать людям и давать возможность заработать. И мы не просто об этом говорим. Вот мы такие умные, вот действительно нужно повышать доходы населения, а что делать? Как один из вариантов, который сейчас мы хотим пилотно реализовать в текущем году, мы планируем в рамках нашего обучения, обучено более 70% сельского населения, организовать кооперативное предпринимательство. Почему кооперативное предпринимательство? Да, тоже определенный скепсис в обществе существует. Но я вам скажу, мы очень много лет работали с сельскими предпринимателями, выживаемость очень низкая у ЛПХ. Личное подсобное хозяйство самостоятельно выжить, к сожалению, не может. Это и рыночная конкуренция, у них недостаточно оборотных средств, они не выдерживают конкуренцию крупных компаний, и они не всегда могут сертифицировать свою продукцию и выйти на полки магазинов. И они остались на уровне базаров. Но это не позволит им состояться как предпринимателями и действительно начать хорошо зарабатывать. Поэтому и они выгорают, они устают. А в рамках коллективной деятельности, когда вот мы с вами, допустим, объединяются 5-10 человек, начинают заниматься определенным одним направлением бизнеса, доварить тот же самый сыр в сельской местности. Кто-то держит коров, кто-то варит, кто-то продает, кто-то упаковывает. То есть это разделение труда. Это кооперативный труд и солидарная ответственность. Если я сегодня не хочу варить этот сыр, но я не могу его не сварить, потому что элементарно мне перед вами будет неудобно. Что скажет Махаббат, который придет ко мне там с 2 ведрами молока, принесет, оно прокиснет. Но я вынуждена его переработать. Марал, вот я вас слушаю и понимаю, в принципе, на первый взгляд ничего нового, все хорошее, хорошо забыто старое. Ну и, собственно, по теории Дарвина когда-то в пещерах люди объединились, да, чтобы выжить. И сейчас пришло то самое время, когда, наверное, и этот опыт будет не лишним. Действительно, да, нам нужно объединяться. И еще одна ключевая причина, почему мы пришли именно к развитию кооперативов, потому что одно личное подсобное хозяйство, один житель не сможет обеспечить достаточный объем для магазина. Они не хотят с ними сотрудничать, он не сможет приобрести те же самые сертификаты, которые требуются, потому что это будет достаточно-таки для него дорого, и, в принципе, это неэффективно, выпуская маленький объем продукции. А когда мы объединяемся, мы увеличиваем объемы. Нам уже с вами интересно покупать эти сертификаты, магазины уже хотят с нами сотрудничать, мы уже за счет эффекта масштаба экономим на определенных расходах, и у нас уже с вами спланированный бизнес. Это хорошая модель, которая работает во многих странах мира. И если обратить внимание на развитые страны, то большая половина из них как раз-таки поддерживала ЛПХ.
Мы не говорим, что нужно забывать про крупные хозяйства, но речь идет о населении, о людях, которые нуждаются вот именно здесь и сейчас в этой поддержке. И это тот выход, который мы хотим предложить, и мы попробуем, мы его реализуем, организуем. И когда я говорю о том, что в закредитованности женское лицо и женщины действительно озадачены в большей мере закредитованностью и той ситуации, которая сложилась, кооперативы на сегодняшний день у нас формируются практически из женщин. Мужчин мало пока. Но мы хотим показать эту модель, доказать ее эффективность, выйти на торговые полки, производить продукцию. Мы уже это начали делать кустарно в рамках нашего проекта, в текущего. И у нас получилось так, что молодая девочка, она сама воспитывает дочь, она абсолютно не имеет никакого базового высшего образования, чтобы трудоустроиться. У нее маленькая дочь на руках и пожилой отец. Живут они на адресно-социальную помощь. И мы просто ее начали обучать. А что ты можешь? И она говорит, у нас дома есть одна коза. Это уже хорошо, здорово. Ты можешь варить сыр? Ты сможешь производить сметану, делать корт? Да, без проблем. И вот сейчас, на сегодняшний день, она получила финансовую поддержку. Она купила себе, по-моему, еще порядка 3-5 коз, я вот точно не помню, но факт в том, что она из вот адресно-социальной помощи, нуждающегося человека, она стала предпринимателем. И она говорит, мой доход до 200 тысяч доходит. И представляете, человек, который раньше жил на АСП, сейчас уже 200 тысяч получает. Для нее это прям квантовый скачок в ее развитии. Абсолютно. Ну и понимание того, что у нее все получится. Да. Она может масштабировать свою идею. Вот то, о чем вы говорите, это в принципе совершенно в других сообществах сейчас не менее популярно. Стартаперы делают коллаборации, а, к примеру, ранее не имевшие никакого предпринимательского опыта женщины на селе смело могут создавать кооперативы. Кстати, насколько мне известно, у вашей ассоциации есть легендарный и уже нашумевший на всю страну проект «Это корова на балконе». Как раз-то тот самый случай, когда вы объединяли уже несколько лет назад женщин над большой идеей собирать молоко, делать небольшое такое вот предприятие среди соседей элементарно и продавать уже совершенно на другом уровне свои продукты. Да. Знаете, вот самое удивительное и колоссальное в нашем обществе и в нашей ментальности, у нас очень высокая взаимовыручка. Вот это наш ген, который сидит. Весь мир же говорит, казахи гостеприимные. Но мы и эмпатичные, мы всегда готовы подать руку помощи. И вот тот проект, о котором вы говорите, «Корова на балконе», он как раз-таки заключается в том, что женщина, проживая в сельской местности, не имея возможности приобрести коров, обращается к городской женщине, которая может купить ей коров. За счет того, что она является инвестором, она приобретает ей этот скот, она отдает ей продукции. Натуральной домашней продукции. Масло, молоко, сметана. Вот условно Махаббат, да, вы являетесь городской жительницей, вы приобретаете мне 5 коров. Я вам в каждую неделю, в дойный период, даю молоко, сметану, масло, творог, корт, что вы хотите, и сыворотку дает. Ваше вложение, если посчитать, перевести на стоимость молочной продукции, окупаются у нас, мы считали, там около 3-4 лет, все. А мы вам будем поставлять эту продукцию на протяжении 7 лет. Это очень выгодно. Это очень выгодно для вас, и вы уверены в экологичности этой продукции. Эта продукция всегда дороже в магазинах. Конечно. Поэтому это выгодно и сельской женщине, выгодно и городской женщине. Это как раз-таки та взаимовыручка, которая существует на сегодняшний день. И на самом деле проектов много, идей много, и их можно реализовать. Нужно просто этим заниматься, нужно информировать людей, нужно делать, нужно трудиться. Ну, я знаю, не на шутку вы этой идеей увлечены, и в конце прошлого года как раз-то презентовали в медиапространстве фонд
имени Камшат Данинбаевой, известной, я не побоюсь даже сказать, наверное, феминистки в какой-то степени, может быть, просто в советское время это слово не было столь популярным, но сейчас, кстати, оно немножко в медиапространстве и извращено, хотя истинная феминистка, она всегда за равенство прав как мужчин, так и женщин. Ну так вот, этот фонд, насколько мне известно, будет помогать сельским женщинам реализовывать свои как раз-то бизнес-идеи. Какие планы вы строите в этом направлении и как между собой эти два проекта взаимосвязаны? Ну, у нас, знаете, вот так получается, что идея фонда пришла нам не одночасно. Мы к этой идее шли очень давно. В силу того, что мы очень долго работаем, уже более 8 лет работаем с сельским населением, с развитием сельского бизнеса, мы четко понимаем, чего нам не хватает, каких программ нам не хватает. Почему зародилась идея фонда Камшат? Потому что женщины, они не всегда могут получить кредиты, которые выдают госпрограммы. Тот же проект, вот сейчас самый актуальный, Аула Манате по 2,5%, как правило, многие женщины получить не могут, у них нет залогового имущества. Они к нам приходят и говорят, ну, мне не разрешит муж заложить дом для того, чтобы я начала развивать свой бизнес. Определенная степень недоверия, нет опыта, а мы сейчас останемся без дома, а у них нет залога. И это большинство случаев. У них нет оснований, материальной базы, с чего бы начать. У них всегда хватает навыков. А мы как раз-таки обеспокоены тем, что наши женщины, которые проживают в сельской местности, мы делаем на этом акцент, потому что это огромное количество. И здесь мы обеспокоены тем, что они не могут реализовать весь свой потенциал и не могут сформировать материальную независимость, которую могли бы. Поэтому фонд Камшат, он будет поддерживать женщин, мы будем их обучать. Как раз-таки мы будем обучать их не тренингам по ведению бизнеса, а мы будем обучать их прикладным вещам, навыкам, которые они в дальнейшем будут монетизировать. Мы будем помогать им открывать их проекты, бизнес. Мы уже в прошлом году успели раздать гранты. У нас получилось 6 человек, 6 женщин, которые начинают реализовывать. И, естественно, мы ставим перед собой цель открытия кооперативов. Я желаю вам удачи на Спасибо самом деле. Я думаю, когда социальное неравенство между женщинами на селе и в городе все-таки прекратит существовать, мы можем смело задумываться о том, какую нацию мы растим и какое будущее будет в Казахстане. Пока этот конфликт все же существует. К сожалению, наше время подходит к концу. Напоследок я хочу у вас спросить, планируется ли как-то расширять проект «Карсыз Қоғам» в текущем году, расширится ли география и каким выводом вы все-таки пришли, реализовывая данную инициативу? Наш пилотный год показал необходимость обучения финансовой грамотности, начиная со школьной скамьи. Это то направление, над которым мы озадачены в текущем году. Помимо того, что мы расширяем географию проекта, если в прошлом году мы реализовывали проект в 8 регионах, то сейчас это будет охват всех регионов, всех областей и 3 города республиканского значения. Это Астана, Алмата и Шымкент. Все смогут пройти обучение «Карсыз Қоғам». Все смогут бесплатно получить юридическую помощь. Если вам нужно составить новый график по кредиту, пройти реструктуризацию, да? Если вам нужно подать заявку на банкротство, мы это можем вам помочь сделать в рамках нашего проекта. Если вам нужно будет написать бизнес-план для открытия своего бизнеса, пожалуйста, приходите, мы будем вам рады. Но ключевое все-таки для нас и показательным является то, что финансовая грамотность войдет во все школы и вузы, колледжи, и обучаться будут школьники и студенты. Это база, которая будет необходима для нашего молодого поколения. И мы уже будем растить финансово грамотное общество для того, чтобы у нас с вами была спокойная старость. Пускай все ваши намеченные планы исполнятся. Я же хочу пожелать всем нашим зрителям и слушателям, чтобы ваши карманы всегда были достаточно наполнены средствами для того, чтобы вам не приходилось брать кредитов по каким-то самым базовым потребностям, а по-настоящему этот инструмент вы использовали, как в развитых странах, как инструмент для расширения собственных каких-то инициатив и возможностей. Успехов вам, Акмарал, и до новых встреч. Спасибо.